У Дніпропетровську на Комсомольському острові Федерація футболу міста Дніпропетровська вперше провела досить незвичний за своїм форматом міні-футбольний турнір. Він має назву «Ліга 100+». На цих змаганнях на спортивний майданчик вийшли справжні богатирі та гольовери. Спортсмени, вага яких складає більше 100 кілограмів. Вы посмотрите на счастливые лица этих людей, причем независимо от того, выиграли они сегодня, проиграли. По-моему, все получили массу удовольствия. Конечно, когда сам выходишь на поле, тут немножко переживаешь за его состояние, потому что все же вокруг трусится, все вокруг колышется, и на воротах ты так смотришь, тут атаки идут, и сам, когда в поле выходишь, тоже тут, чтобы тебя и не занесло куда-то, и чтобы все целые, живы, здоровы. Вот самое главное, чтобы все остались целые, живы, здоровы, потому что, вы понимаете, когда тут одновременно там друг на друга по 120, по 130 килограмм бегут, там столкновения, ну, и, кстати, столкновения эти были, но слава богу, что все обошлось без кровопролитий, хотя вы видели, что на футбольном поле шла настоящая, вот мужская борьба, не то, что там какие-то вот эти вот играют в футбол, ну что это такое? Настоящие мужики вышли, вот, попили пивка, вышли в футбол поиграть, опять попили пивка, ну, все счастливы, по-моему. Головна умова для учасників нового міні-футбольного турніру «Ліга 100+» – їхня вага перевищувала 100 кілограмів. Перед початком спортивного заходу кожен з них пройшов обов'язкове зважування. Умови жорсткі. У кого вага менше, той в футбол не грає. Загалом у змаганнях висловили бажання зіграти колишні спортсмени, ветерани, журналісти та прості мешканці міста, які завдяки рекламі та оголошенням у засобах масової інформації приходили за бажанням і вже на місці формували команди. Адже головна мета турніру полягала у тому, щоб люди, які мають велику вагу, не вважали себе обділеними і змогли зіграти на рівних умовах в улюблену гру. Ми з своїм колегою Дмитрием Москаленко очень придумали хорошую идею, нам самим это нравится, потому что мы сами больше 100 килограммов и сами играем в футбол. И не зря мы выставили тоже команду журналистов, которая тоже сражалась, несмотря на там, лишний вес, может быть, там, нехватку дыхательных элементов и так далее и тому подобное. Самое главное, что турнир собрал тех любителей спорта, кто не стесняется играть в футбол при лишнем весе. И мы думаем, что Федерация футбола Днепропетровска и Комитет футбола Днепропетровска на этом не остановится. Мы обязательно сделаем полноценный чемпионат. Во всяком случае, то, что мы услышали от участников, они хотят играть в футбол. И мы им дадим эту возможность. Усього на футбольному турнірі зіграли 6 команд – це «Журналіст», «Горизонт», «Локомотив», «Деміс», «Баскет 100+» та «Поросята». Справжньою родзинкою змагань стала участь команди тренерського складу спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 5 та баскетбольного клубу «Дніпро». Спочатку колективу розділили на 2 групи, в яких вони зіграли за коловою системою, а потім команда у стикових матчах змагалася за місце з 1 та по 6. За підсумками запеклих ігрових баталій визначилися переможці. В матчі за 5 місце «Деміс» здолав «Поросят». У поєдинку за бронзу «Локомотив» з рахунком 4-1 переміг команду «Журналіст». А у фіналі більш зіграний «Горизонт» переміг із рахунком 4-0 баскетбольний колектив «Баскет 100+». Эмоционально, в плане эмоциональности очень отлично. Там большой позитив эмоций получаешь после таких игр. Если что, физически, конечно, не хватает. Нужно постоянно тренировки, беговые, конечно, и несыгранность команды есть. Но очень приятно, что дошли до финала. Постарались дать бой. Також визначили кращих гравців турніру. Ними стали Олексій Іванько, «Локомотив», Віктор Юхименко, «Горизонт» та Павло Агапов із команди «Баскет 100+». Організатори змагань і самі учасники впевнені, такий турнір має майбутнє. А я считаю, что тут всего поровну и эмоционального характера, и развлекательного, и спортивного. Люди и смеются, и улыбаются, и подшучивают друг над другом, и в то же время пытаются выиграть каждую игру. Я очень благодарен нашим баскетболистам, представителям тренерского штаба спортивной 5-й школы, что они пришли сюда. Здесь мы видим и Дмитрия Маркова из Днепропетровского Днепра, и Павла Агапова, тренера Днепра. Они молодцы, они настоящие профессионалы, они пришли играть с футболистами в футбол. А так я считаю, что можно еще добавить немножко креатива, добавить элемент развлекательности, будет красиво. Футболісти та вболівальники отримали задоволення і висловили бажання зробити ці змагання регулярними. І наступний турнір Комітет міні-футболу міської федерації проведе вже наприкінці вересня.